Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. Предмет гордости. Теперь на уровне страны в Якутии будет создан федеральный национальный парк Ленские столбы, что даст новый статус природному парку. Зима близко. Якутия готовится к предстоящему отопительному сезону. Какова степень общей готовности на сегодняшний день? Любила жизнь и гордилась своими героями. 4 августа ушла из жизни Надежда Дмитриева. Легенду телевидения вспоминают коллеги и друзья. Город дорог. Какие улицы Якутска будут приведены в порядок и отремонтированы к этой осени? Сбудутся ли мечты в «Газпроме»? Дочерняя компания газовой корпорации предложила 62 рабочих места жителям Алдана. Сюжет о ярмарке вакансий. Яркие состязания под занавес лета. Чемпионат по водному экстриму и по автозвуку провели в Нерюнгри. Как выявили победителей по этим дисциплинам? В Якутии будет создан федеральный национальный парк Ленские столбы с уникальным природным фондом. Об этом объявило правительство страны в лице Дмитрия Медведева, что даст новый статус природному парку. В теме разбирался наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Это будет огромная территория площадью более 1 200 000 гектар с уникальным природным фондом. Знаменитые Ленские столбы были включены в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Как отметил премьер-министр, на территории будущего парка есть растения, не встречающиеся в других местах в мире, редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красную книгу. Согласно концепции развития особо охраняемых природных территорий 2012 года, подписанных Путиным Владимиром Владимировичем, мы получили первый национальный парк Республики Саха-Якутия. А он по счету является 55-м национальным парком Российской Федерации, предметом гордости и конкретным вкладом Российской Федерации в сохранение живой природы Российской Федерации. В ближайшие дни начнется процедура по изменению статуса природного парка, а также структурные изменения в составе руководства. То, что вышло постановление правительства, только начало работы. Сейчас должно выйти еще распоряжение, приказ Министерства природных ресурсов о создании федерального бюджетного, государственного бюджетного учреждения. Пойдет процедура назначения директора. Новый статус природного парка также предусматривает увеличение финансирования, а также штата сотрудников. Если сегодня из республиканского бюджета выделяется 16 миллионов рублей, то эта сумма увеличится до 50 миллионов рублей. Это влечет бюджетное финансирование за счет федерального бюджета, которое должно увеличиться в разы. При этом должны появиться новые направления. Это экологический туризм, научная деятельность, инспекторская деятельность, обновление средств. Вместе с этими изменениями расширится и территория парка, куда будут включены части территории Алданского, Алекминского и Хангаласского районов Якутии. Сведения об установлении границ национального парка Ленские столбы будут внесены в единый государственный реестр недвижимости до 1 декабря 2020 года. Все это, как говорят специалисты, должно увеличить турпоток, а также развитие инфраструктуры в национальном парке. Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Историческое событие по созданию в Якутии федерального национального парка Ленские столбы подробно прокомментировал руководитель республики Айсен Николаев. Ленские столбы объявлены ЮНЕСКО природным наследием человечества. И, конечно же, вот этот уникальный природный комплекс, который простирается на многие десятки километров вдоль реки Лена, он мало того, что просто великолепен сам по себе эстетически, но он, конечно, представляет как место выхода вот этих кембрийских отложений тоже уникальную научную ценность. И сейчас вот на базе вот именно Ленских столбов всей этой огромной территории будет создан национальный парк. Я уверен, что это послужит дальнейшей популяризации этого уникального места и в России, и в мире.
конечно же, будет больше туристов. Уверен, что появится уже и больше возможностей ученым работать в этом национальном парке. Недавно я обращался к Министерству природных ресурсов, к министру Кобылкину Дмитрию Дмитриевичу с просьбой ускорить это решение. Я рад, что это обращение услышано, и премьер-министр нашего правительства Дмитрий Анатольевич Медведев подписал постановление о создании национального парка Ленские столбы. К другим темам. В Нюрбинском районе за все лето произошло 57 лесных пожаров. 47 из них локализовали, 9 ликвидировали. На сегодняшний день лесной пожар действует в вахтовом поселке Накын. Площадь 35 гектаров. От взлетно-посадочной полосы огонь отделяло всего 2 километра, но угрозу смогли вовремя устранить. В поселок направили группу парашютистов-пожарных. По периметру всего поселка и производственных объектов выставили круглосуточные дежурные посты. Они следят за ситуацией на месте. Тем временем работа в поселке продолжается в штатном режиме. Необходимости в эвакуации населения пока нет. В данное время работает 25 человек, из них 11 из Нюрбинского отделения, 14 человек с Верхнеуфимского отделения. И со стороны компании «Алроса» работает бульдозер «Катерпиллер» и 2 вездехода. Угрозы нет, как говорит руководитель тушения лесного пожара, все находится под контролем. Как мы помним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Южной Осетии началась война. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией, которая остановилась под Тбилиси. Итогом войны стало признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Председатель правительства Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, рассказал специальному корреспонденту газеты «Коммерсант» Владимиру Соловьеву о 5-дневном военном конфликте. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. Это не было неизбежно. Это, безусловно, является субъективным выбором Саакашвили и его окружения. Я определенное время думал и потом пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. Айсен Николаев дал поручение провести проверку и принять меры по инциденту с депутатом Мелтумен Юрием Садовниковым. Как известно, по соцсетям и информагентствам распространяется видео с кадрами скандала в Уснере Аймеконского района. В сообщениях отмечается, что Садовников устроил дебош в гостинице пилотов полярных авиалиний. Айсен Николаев заявил, что поведение Юрия Садовникова является недостойным руководителя управленческой категории и народного избранника и поручил принять все необходимые меры. Он в ГУПе ЖКХ занимает должность заместителя генерального директора по правовым и вопросам персонала. И занимая такую должность, да, и такой поступок, он должен своим примером показывать коллективу, каким должен быть сотрудник ГУП жилищно-коммунального хозяйства. То, что он, будучи еще и депутатом, да, показывает совсем другие качества, личные качества человека, это, конечно, накладывает тень на всю отрасль жилищно-коммунального хозяйства. А как работник он, конечно, исполнял все обязанности, но таких взысканий и так далее ранее не было.
На скандал отреагировала и партия. Так, политсовет Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» после скандального видео исключил Юрия Садовникова из списка кандидатов в народные депутаты Илтумен. Решение будет направлено в Центральную избирательную комиссию Якутии. Напомню, выборы в Илтумен пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года. Продолжаем выпуск к другим событиям. Якутия готовится к предстоящему отопительному сезону. Степень общей готовности на сегодня 65%. К работе готовят все котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Кроме того, ведут работу по завозу топливно-энергетических ресурсов во все районы региона. Всю последнюю информацию собрал наш корреспондент Юрий Осипов. Район Абырал на Сергеляхском шоссе активно застраивается. Старая котельная устарела и перестала справляться с растущими нагрузками. Власти города приняли решение перестроить ее. Старое основание, которое было на старой котельне, оно уже прогнило. Мы полностью укрепили его, увеличили и сделали новое основание под бетонное, под насосное оборудование. И оставили, от старого основания оставили только, в принципе, только опоры. Начали работы были начаты в первой декаде июля этого года. Новая котельная полностью переоборудована, полностью заменены котлы. Два старых в сумме вырабатывали 3,9 мегаватт энергии. Новые дают в 2 раза больше. Новая котельная Абырал будет производить 8 мегаватт электроэнергии. Около половины из них рассчитана на новый республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Сдача котельной планируется к началу учебного года, 1 сентября. Всего в Якутске запланировано строительство и реконструкция 5 котельных. Все работы должны быть завершены к 30 сентября. Из 3048 многоквартирных домов готово 86%. В них полностью провели работы по промывке систем отопления и водоснабжения. По ремонтной программе управляющих компаний выполнено 78% работ. По объектам энергетики якутскими электрическими сетями запланировано в этом году 73 ремонта и замена 73 километров сетей. Из них 53 километра – это ветхие сети. На сегодняшний день процент исполнения составляет 54%. То есть у нас календарный график. Также своевременно мы должны в зиму войти по объектам энергетики. На особом контроле также находятся социальные объекты столицы. Их готовность составляет 84%. Из 150 в 40 объектах проводят капитальный ремонт. Они должны быть завершены к 25 августа. В масштабах республики должны быть подготовлены 1255 котельных, 1993 метра сетей водоснабжения, 918 метров сетей водоотведения, 144 дизельных электростанций и 26 тысяч километров линий электропередач. В данный момент процент подготовки составляет порядка 65%. Проблемные вопросы есть, возникают. В рабочем порядке все урегулируется и все решается. Помимо этого, в рамках подготовки к отопительному сезону правительством запланирован завоз 602 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Из них доставлено до места 266 тысяч тонн, что составляет 44% от общего объема. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Ленске продолжают благоустройство территории многоквартирного дома. Речь идет об объекте по улице Якутская, 52. Туда уже переехали жители из ветхого и аварийного жилфонда. Во дворе появились урны, скамейки, забетонировали небольшую площадку. На очереди подъездные пути, пешеходные дорожки, установка мусорных баков в соответствии с нормами и правилами, также организация зеленых зон. Однако работы ведут без утвержденной схемы планировочной организации участка. И, как следствие, у администрации имеются некоторые замечания по начатому благоустройству в целом и по отдельным его элементам. Застройщик обязуется исправить ситуацию в самое ближайшее время. В Якутске асфальтируют участок дороги по Хатынюрявскому шоссе. Уже установили бортовой и бордюрные камни, очертили контуры тротуаров. Какие еще улицы столицы будут приведены в порядок и отремонтированы к этой осени? Репортаж Александра Зубехина. Увеличение количества автомобилей и плохие дороги ведут к авариям, пробкам и автополомкам. Однако ремонт не всех дорог близится к своему завершению.
Завершить работы в августе обещают дорожники на улице Автодорожной. В прошлом году строители вовремя не вынесли инженерные сети. Наличие труб в земле препятствовало укладке асфальта. Убрали трубы, которые не успели в прошлом году убрать. Сейчас подготовим под щебенку, под асфальт. На днях думаем положить асфальт. Сейчас бордюры и тротуар. Хотим все это сделать, подготовить все. И на этом работа тут заканчивается на Автодорожной. Строительство идет по плану, однако скорость выполнения работ не устраивает горожан. 4-я полоса давно уже нужна была. Здесь постоянно пробки, еще бы параллельно с этим как-то отрегулировать этот перекресток, из-за которого тут постоянно по утрам пробки будут. Нужно быстрее это делать. Остались последние метры, и дорожный бордюр на Хатын-Юрявском шоссе будет закончен. На следующей неделе начнут прокладывать асфальт. В итоге здесь будет двухполосное движение. Однако и на этом участке нашлись недовольные водители. Делается, но очень медленно. И дорога очень узкая будет. Тут спецтехники очень много. Металл и все такое. Погрузчики. Я практически тут каждый день. Вижу то, что на асфальт сыпят прям песок и щебень. Есть стандарты какие-то ремонта дорог. Это ничего не соблюдается. Но отметим, что это только первая очередь реконструкции объездного шоссе. Ремонтные работы продолжатся и в следующем году. Кроме традиционных работ по ремонту, Якутск внедряет и новые технологии по ремонту. Объектом эксперимента стал переулок Хоринский, который расположен в автодорожном округе. Впервые в Якутске там применили новую технологию строительства дорог. Ресайклинг. То есть стабилизация грунта. Данное покрытие также чуть дешевле асфальта, но применяется на таких участках, где не такая большая интенсивность движения. И в последующем, если он покажет себя с хорошей стороны, мы будем ее применять на участках дорог, где грунтовое покрытие. В этом месяце дорожники планируют начать работы по капитальному ремонту улицы Бестужева-Марлинского. В этом году положат подушку под асфальт, установят наружное освещение и тротуары на улице Чайковского. Александр Зубехин, Евгений Рязанский, Якутск. 4 августа ушла из жизни наша коллега Надежда Дмитриева. Вся биография Надежды Спиридоновны связана с телевидением. Она стояла у истоков телевещания в Якутии. Автору и ведущей передачи «Сарыл» сегодня исполнилось бы 69 лет. Программа «Сарыл» – это знаковая программа нашего телевидения. Хотя бы, наверное, потому, что это самая старая программа, если можно так ее назвать. Мы шли напролом, не считаясь со временем и с обстоятельствами, осваивая, окунаясь, так скажем, в глади нашей матушки Лены от Верхоленска до Тикси, и в Оленьи стада, и в Стужу-то, и Млыра, где мы только не были, и на побережье Ледовитого океана. Достаточно назвать ее такие программы, как «Старожилы Лены», «Священный Ильмень», «Мать писателей», «Родной язык якутский», который прошел по российскому телевидению. И она гордилась не собой, нет, она гордилась героями. Вообще она любила жизнь такой, какая она есть. Наша кредо было таким: пойдем как есть. И мы шли напролом. Все ее передачи одухотворены творчеством первое. И текст очень красивый, умный. И она, как никто, она умела несколькими словами выделить характер человека, характер героя. Я помню разговор, который она сняла с Геннадием Петровичем Сотниковым, лауреатом государственных премий, выдающимся русским художником театральным. И вот эту передачу я раз за разом прокручиваю и слушаю моего друга, с которым я 25 лет разговаривал. Но она вот в этой передаче ухватила самые главные суть его менталитета, творческого образа такого. Она готовила и программы, и передачи о якутских художниках. Очень много передач было именно по телевидению. С ее помощью именно она направляла именно такую работу, где интересных художников показывали, да? Ее передача «Сарыл» смотрела вся республика. Ждали эту передачу. Единственная была передача
о культуре, о искусстве, о театре, о людей, духовность. Главное, наверное, я думаю, осталось – это обращение к телезрителю и наша уверенность, что нашими красивыми программами мы хоть чуточку можем изменить этот мир. Еще одна грустная новость пришла несколько минут назад из Москвы. Нарисовавший дядю Федора и кота Матроскина художник-мультипликатор Аркадий Шер скончался на 85-м году жизни. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Аркадий Шер работал над мультфильмом Владимира Попова «Каникулы в Простоквашино» в 1980 году, в котором самостоятельный мальчик, дядя Федор, проводит летние каникулы в деревне со своими друзьями, котом Матроскиным и его коровой Муркой и увлекшимся фотоохотой псом Шариком, в то время как родители ребенка отдыхают на морском курорте. Шер работал на киностудии «Союзмультфильм» с 1959 года. Всего он трудился над созданием более 40 фильмов. Сейчас короткая реклама, буквально 20 секунд. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Молодежь поднимает проблемы родного края. В Якутске продолжается молодежный форум «Суглан», что конкретно обсуждают представители КМНС Якутии. Сбудутся ли мечты в «Газпроме»? Дочерняя компания газовой корпорации предложила 62 рабочих места жителям Алдана. Сюжет о ярмарке вакансий. Яркие состязания под занавес лета. Чемпионат по водному экстриму и соревнования по автозвуку провели в Нерюнгри. Как выявили победителей по этим дисциплинам? Это Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и итоги дня. Мы продолжаем выпуск. В Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района стартовал молодежный форум «Синергия Севера». В этом году участники будут защищать свой проект по 3 направлениям. Ты предприниматель, я инженер и мы добровольцы. Открывая форум, руководитель региона Айсена Николаев отметил, что молодые люди именно этих специальностей сейчас наиболее востребованы в республике, чтобы сделать жизнь граждан лучше. С каждым годом география Синергии Севера расширяется. В этом году принимают участие представители из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. В числе участников представители молодежи из почти 30 районов и городских округов Якутии. В Якутске продолжается молодежный форум «Суглан». Это встреча представителей коренных малочисленных народов Севера из разных уголков республики. Форум проводится уже в 4-й раз. В этом году площадкой выбрали местность Юсхатын. Обсуждают насущные проблемы, создают проекты, задают острые вопросы и ищут на них ответы. Рассказывает Саргалана Захарова. Суглан – это место, где издревле люди собирались для того, чтобы обсудить насущные темы. Сегодня проблемные вопросы поднимает молодежь и предлагает пути их решения. Поделится своими взглядами на современную жизнь коренных малочисленных народов Севера. Ведь именно за молодежью будущее Севера и Арктики. Отношения коренных народов и промышленников, обучение детей в кочевых школах, внедрение высоких технологий в оленеводство. Проблематика не новая, но даже сегодня актуальна. Участники форума подготовили проекты всего за 1 день. Однако предложение можно хоть завтра начинать претворять в жизнь. Школа в полевых условиях именно открылась, и чтобы программа «Молодой учитель», мы, кстати, вот затронулись с нашей командой, «Молодой учитель 5+», то есть это выезд вахтовым методом сезона на 2-3 месяца. Наталья Пермякова, эвенкийка, не понаслышке знают проблемы образования детей-кочевников. Племянникам приходится пропускать по 2-3 месяца учебы в году. С пастбищ в деревню возвращаются только к ноябрю. Не обошли внимания и темы взаимоотношений недропользователей с коренными народами. Как ужиться на одной земле и помочь друг другу. Если они будут жить рядышком с этим же поселком, то есть сделают свой маленький кемп или промышленный городок закрытого типа, но плюс социально важные такие аспекты, ну как бы инфраструктура, там дома, строительство, по здравоохранению, там даже обычные спортивные залы,
будут строиться внутри поселка, и они будут совместно им пользоваться как соседи. Это было бы очень-очень хорошо. Важность добрососедских отношений отметил и исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев. В целом у крупных, особенно недропользователей, очень ответственная политика. Если какие-то моменты возникают, то они достаточно быстро и оперативно решаются. И я уверен, что такая политика будет продолжаться и дальше. Все правильно, но главное сохранить язык, говорит представитель старшего поколения коренных народов Томская венкийка Вера Дудкина. Илал, асаткар, бояткар, аят бидякар, аят садякар, антилвар, анкалва, аят телигнакар, кунгакарду гонинка, аят индякар, аят бидякар. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. В Центре занятости населения Алдана прошла очередная ярмарка вакансий. Работу гражданам предложила компания «Газпром Трансгаз Томск». Представители этой компании предложили в общей сложности 62 вакансии. Сюжет Руслана Павлова. Пятую в этом году ярмарку вакансий для алданских соискателей устроило общество «Газпром Трансгаз Томск», которое ведет строительство объектов в Алданском районе. К солидному работодателю выстроилась очередь из желающих получить место. Да и список вакансий, 62 позиции, пестрит разнообразием профессий от руководящего инженерного звена до квалифицированных рабочих. Конечно, требование к квалификации предъявляется. У нас по факту выявилось, что желающих и потенциально тех, кто может работать в данной компании, довольно много. Предварительно до ярмарки нам было подано 30 резюме. Также резюме подавались гражданам непосредственно в компанию. Соискатель Татьяна Морозова недавно закончила техникум по специальности горный электромеханик. Пришла на ярмарку попытать счастья, потому что найти работу по специальности без стажа и опыта просто нереально. Потому что ни одна компания, такая уже довольно-таки крупная или вообще любая, не хочет брать молодых людей без опыта работы. Потому что отучишься и никуда на работу не устроишься. Столько лет терял, чтобы отучиться, а потом работают продавцами и так далее. Впрочем, молодых людей, подобных нашей героине, на ярмарке вакансий было немало. Профильные специалисты с высшим и среднетехническим образованием сидят без работы, а их дипломы пылятся на полках. Есть у нас здесь довольно много молодых специалистов, которые недавно закончили, и компания готова их рассматривать со стажировкой и дальнейшим трудоустройством. Как говорят молодые дипломированные специалисты, желание работать огромное. Причем многие идут не за большими доходами, а за карьерным ростом, надеясь, что им дадут шанс показать себя в деле. Кого-то недооценивают изначально, не дают людям показать себя там или в другой ситуации. Это тоже большой процент. Сколько и какого профиля соискателей отберут покупатели общества «Газпром Трансгаз Томск» на первом этапе, будет известно через неделю. А пока безработные специалисты продолжают надеяться и верить, что в «Газпроме» мечты сбываются. Руслан Павлов, Алдан. В Ленском районе родился 200-й малыш. Ребенка назвали Александр. Он родился с весом 3,750, ростом в 51 сантиметр. Имя сыну. Супруги Александр и Александра долго не выбирали. Решили, что у всех в семье будут одинаковые имена. На торжественной выписке заместитель главы района вручила родителям сертификат на 100 тысяч рублей. Эта программа в районе действует с прошлого года. Эта программа специально направлена на то, чтобы поддерживать молодые семьи и повышать рождаемость в Ленском районе. В данном случае мы видим ее практическое применение. Программа действенная, она работает уже в течение 2 лет. И очень приятно родителям, конечно, получить такой сюрприз. Естественно, никто не ожидает. К сведению, по 100 тысяч рублей в Ленском районе получает каждый 100-й ребенок. В этом году в День защиты детей уже был вручен один такой сертификат новорожденному ленчанину. Также в районе действует еще несколько программ социальной помощи роженицам. При выписке молодым мамам вручают наборы для новорожденных, а беременным мамочкам из поселков Витим и Пеледуй оплачивают проезд до районного центра на родоразрешение.
Ну а нерингринцы смотрят фильмы под открытым небом. Аудиосопровождение работает при помощи FM-передатчиков и аудиосистемы, поэтому можно с комфортом смотреть кино прямо в машине, настроив радио на необходимую волну, ну и либо расположиться на специальных диванах на улице. По словам организаторов, они отбирают лучшие фильмы за всю историю кино и показывают их на большом экране. Планируют, что кинотеатр будет работать в любое время года, и зимой, и летом. Сеанс пока будут проводить 3 раза в неделю, по средам, пятницам, субботам. Посмотреть фильмы под открытым небом можно в Нерингре на пересечении улиц Мира Ленина. Также в Нерингре провели первый чемпионат по водному экстриму и соревнования по автозвуку. Как выявили победителей по этим дисциплинам, сюжет Екатерины Павловой. Проведению первого открытого чемпионата по водному экстриму благоприятствовала прекрасная солнечная погода, благодаря которой мероприятие получилось зрелищным и собрало большое количество довольных гостей. В этом году очень много было просьб, и мы хотели сделать для города и для всех гостей нашей республики вот такое массовое мероприятие. Ежегодные соревнования по автозвуку давно полюбились всему району. В качелях 2018 приняли участие 13 автомобилей. У меня акустика на компонентах Урала. Пару месяцев собирал ее. Вроде качает. Современный автозвук – это качественные компоненты плюс надежная установка. Вытаскивается весь салон, проклеивается шумовиброизоляция, протяжки проводятся, куча аккумуляторов мощных. Ну и это можно до утра перечислять. Обладателем самого мощного звука в городе Нерингре с показателем 149,8 дБ стал Сергей Стасюк, который участвует в соревнованиях второй раз. Мероприятие хотелось бы, чтобы побольше проводилось. Будем участвовать дальше, наверное, как и все. Самой фееричной зоной стали соревнования по клифф-джампингу – прыжки в воду с высоты 4 и 8 метров. Участвовать в прыжках могли только лица, достигшие 18 лет, а с 8-метровой вышки – только специально подготовленные спортсмены. Самые опытные и изобретательные клифф-джамперы успевают при падении сделать несколько сальто. Каждый элемент требует особой концентрации. И когда ты делаешь сальто и задумываешься, ты просто падаешь. Поэтому надо очистить мозг и с чистым разумом просто все делать. Ехали специально на мероприятие. Бываем только по праздникам. Хотелось посмотреть, что сегодня здесь будет. Молодцы. Организаторам 5 с плюсом. Счастья, добра, улыбок. И чтобы над нами всегда было такое солнце палящее. Что такое мероприятие надо проводить вообще постоянно, потому что молодежь самовыражается. Такое начинание нужно поддерживать, чтобы в дальнейшем оно процветало, потому что надо привлекать в наш район не только рабочую силу, но еще и креативную молодежь. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Сергей Козюра, Нерингре. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте всегда в курсе.